Сегодня я на том же месте работаю. Вот зашел сзади этого здания, сад, и нашел это. Это как бы похоже на склепы, гробницы, что ли. Там внутри ничего нету. Надо спросить, что это такое. Надписей нету. Ну, открыта одна. Это походу склеп, что ли, тут был семейный, не знаю. Хотя это здание когда-то было построено в честь победы Пруссии над Францией для императора и императрицы. Это 1880-е годы. Вот интересно. Кустики. Тут монумент какой-то. Сейчас посмотрим. Монумент какой-то. Сейчас посмотрим. Может, на нем что-то написано. Вот эти. Смотрите, как эти стоят. Эти гробики, что ли, бетонные. Саркофаги какие-то. Жаль, что деревья не являются носителями информации, как электронные чипы, а то много чего интересного они рассказали бы нам. Не, на нем ничего нету такого интересного. Вот дальше идем. Вот это само здание. Сейчас это здание является административным зданием земли Альзаса и Страсбурга, где принимаются важные решения. Богатые собираются и решают, как будут бедные дальше жить. Вот это походу, короче, кран, раковина, что-то было. Не знаю я. Дальше идем. Это здание в 40-х годах при бомбежке американской авиации было разрушено сзади. Вот эта выступающая часть здания была разрушена и заново восстановлена. Так, это уже 1816 года вещица. Видите? Крест там немецкий, короче. Корона. Все эти дела. Вот. Тут какой-то монумент стоит. Так, там написано. Посмотрим. Невозможно. Отдельные буковки остались. Вот и ходим, бродим тут. Вроде охраняем здание. Деревья какие большие, величественные деревья. Думал, когда саркофаги нашел, что-то полезное будет, а тут ничего не оказалось. А ведь умели же люди раньше строить, а не то, что сейчас. Бетоном заливают стены, окна ставят, двери ставят, внутри обои поклеить, все, вот и жилище. Смотрите, как еще в 880-х годах строили. Кстати, здание построили немцы. Когда французы заново отвоевали Альзас у немцев, патриоты хотели разрушить это здание. Но что-то им помешало. Дерево, крона шикарная. Это уже трюки современные, пожарная сигнализация, газ туда-сюда.
А еще там еще монумент есть, бетонное изваяние, женщина изобразили страдающую или мать, не знаю. Ну, короче, они женщину тут изобразили. Вот сзади, вид сзади этого здания. Сейчас мы будем уже выходить. Сам фасад этого здания. Как я раньше говорил, здание называется Palais d'Oran, Navigation d'Oran, Эльзас, административное здание. Вон там вдалеке виднеется шпиль кафедрали города Страсбурга. Это площадь Республики. Вон здание видно, это префектура города Страсбурга. Это здание финансовое административное учреждение. Еще здания идут. Там напротив, за деревьями, еще библиотека есть национальная. Там еще здание виднеется, это театр национальный. Вон здание, это опера национальная. Так эти все здания были построены в 1880-х годах. Сам этот район называется Нойштадт. Короче, я еще раньше говорил, что патриоты хотели разрушить, так они хотели разрушить все эти здания, как эти символизировали с Восточной Пруссией. Вон дальше улица такая красивая. Монумент есть жертвам той войны. Вот. Сейчас более-менее все современно. Эти штуки, фанфары называются. Они на стене показывают фильм. Днем на этом здании для туристов. Кстати, вон еще прямо по курсу видно еще одно здание. Это здание университета. Так, эти фанфары вещают фильм на этом экране для туристов города Страсбурга от 1900 до 1935 годов, как город был. Они показывают старые фильмы. Вот. Как вы видите. Кстати, знаете обозначение французского флага? Что означает синий, белый и красные цвета? Красный цвет это революции. Белый цвет это цвет короля Франции. Синий цвет это цвет города Парижа. Может, я ошибаюсь, но мне так рассказали.